В эфире «Вечерние новости». Здравствуйте. И вот о чем поговорим в ближайшие четверть часа. План по смягчению рисков весеннего половодья разработан в Якутии. Обсерватор на 160 мест развернули в общежитии горного техникума в поселке Хандыга. Сибирское отделение РАН начало работу по изучению популяции белых медведей в Якутии. Более 5800 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за минувшие сутки в России. Зараженные выявлены в 82 регионах страны. Летальных исходов 60 и почти 700 человек выписаны из больниц. Теперь в стране за весь период пандемии зарегистрировано 68 622 заболевших. Умерло 615, выздоровело более 5500 пациентов. Говоря о Якутии, 7 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе. Из них один впервые в Аймиконском районе. Анализ показал положительный результат у вахтового рабочего из Уснеры. Все необходимые меры по изоляции, выявлению контактов и забора анализов приняты. После получения окончательных результатов будет принято и решение по дальнейшим действиям, введению или не введению карантина в поселке Уснера. Среди новых случаев 5 человек в городе Якутске. Из них 2 рабочих из вахтового поселка Чаиндинского месторождения, которые были доставлены в столицу для прохождения лечения. Также 2 случая из контактов ранее выявленных больных и 1 работник службы судебных приставов, по которому пока не определен источник заражения. 7-й человек в Ленске. Это еще один вахтовый рабочий Чаиндинского месторождения. По медицинским показаниям заболевший был доставлен в больницу города Ленска для дальнейшего лечения. Всего в Якутии с начала пандемии теперь зарегистрировано 137 случаев заболевания коронавирусом. Соответственно, мы сейчас принимаем меры по дальнейшей локализации больных, по выявлению их контактов. Особенности это важно, еще раз повторю, для города Якутска. И здесь, конечно же, еще раз повторюсь о соблюдении режима самоизоляции. Опыт других городов показывает, что при соблюдении мер изоляции, при недопущении различных контактов в общественных местах, все-таки соблюдение таких ограничительных мер позволяет через некоторое время добиться уже прогресса. Очень надеюсь, что по Якутску мы все-таки ситуацию удержим под контролем, и у нас дальнейшего бурного развития новой коронавирусной инфекции здесь не будет. Также, конечно же, особое внимание надо уделить нашим промышленным городам, где есть случаи коронавирусной инфекции. Как говорили выше, первый и пока единственный случай заражения зафиксирован в Уснере. Им оказался вахтовый работник, прибывший из Узбекистана. Комментарий об эпидобстановке на своей территории дал глава Аймиконского района. В рамках проведения санитарно-эпидемиологического расследования территориальным отделом Роспотребнадзора установлен близкий круг контактных лиц. Сейчас все данные граждане полностью изолированы. Также продолжается работа по установлению других лиц, контактировавших с данным гражданином. Проводятся работы по дезинфекции объектов. В настоящее время больной у нас размещен в инфекционном отделении Центральной районной больницы, остальные в провизорном отделении. Сегодня специальным рейсом в город Якутск направлены 70 анализов контактных лиц. Завтра будут результаты. После этого будет принято решение о введении либо о введении ограничительных мероприятий. Между тем, еще один человек выздоровел от коронавируса в Якутии. Сегодня из Ленской районной больницы после полного курса лечения и взятия повторных проб выписан пациент. Таким образом, на настоящий момент в Якутии полностью излечились от коронавируса 18 пациентов. Гидрологическая обстановка на реке Лени в районе Иркутской области стабильная. Подтопленных населенных пунктов нет. Таковы данные Иркутского МЧС. Произошло вскрытие рек Южного Прибайкалья. В Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киринском районах работают оперативные группы. Проведено чернение затороопасных участков. Кромка льда находится в районе Никулина. За сутки продвинулась на 42 километра. До границы с Якутией 397 километров.
Согласно плану по смягчению рисков, утвержденному главой Якутии, противопаводковые мероприятия разделены на 3 этапа. Первый включает в себя безопасный пропуск вод на реках Лена, Алдан, Амга, Тата в 15 районах. В ходе второго этапа планируют обеспечить спокойное прохождение ледохода на северных реках. Это Яна, Колыма, Индигирка на территории 6 районов. Последний этап – это летний дождевой паводок в центральной и заречной группе районов, всего в 10 районах. Для обеспечения безопасности создана группировка регионального МЧС численностью выше 16 тысяч человек, более 2000 единиц техники, 15 воздушных судов, 135 плавательных средств. Также практически завершены превентивные мероприятия. По распиловке на сегодняшний день выполнено 92% и по зачернению выполнено уже 94% работ. Поэтому я хочу сказать, что плановые мероприятия, которые идут по подготовке к пропуску паводковых вод, они идут в штатном режиме. Ну и хочу сказать, что готовность органов управления и сил оперативных групп, она уже полная. На границе республики, это Витим-Пеледу, мы ожидаем вскрытия ледохода 25-27 апреля. И в районе города Ленска, это в районе 6-7 мая. В Госсобрании Илтумен рассмотрен ряд нововведений в законодательство региона. В частности, о местном самоуправлении в Якутии и муниципальной службе. Поправки коснулись антикоррупционной составляющей. Согласно им, в 6-месячный срок, установленный для привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, не будут включаться периоды их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, а также время производства по уголовному делу. Также муниципальные служащие для получения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации должны будут представлять заявление на имя работодателя через подразделение кадровой службы органа местного самоуправления. Изменения претерпел и порядок уведомления главы Якутии о замещении должностей госслужащих. Данные законы были разработаны в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции. Так утвержден новый порядок уведомления главы республики Саха-Якутия лицами, замещающими государственные должности и муниципальные должности, а также порядок получения разрешения муниципальными служащими работодателя в случае участия их на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. Лица, замещающие государственные должности и муниципальные должности, сейчас будут направлять свои уведомления в адрес главы республики через управление при главе республики по профилактике коррупционных правонарушений. А муниципальные служащие будут направлять заявления о получении разрешения в адрес работодателя через кадровую службу. При этом особое внимание будет обращаться на наличие конфликта интересов у указанных лиц, и при решении главы республики и работодателя это будет веским основанием. Обсерватор на 160 мест развернут в здании общежития горно-геологического техникума в поселке Хандыга Тампонского района. Сегодня там прибывает 5 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией. Марина Винокурова продолжит тему. В обсерваторе трудится 6 сотрудников. Круглосуточно дежурят 4 работников техникума. 2 медицинских работника ведут наблюдение. Для прибывающих созданы все условия. Предусмотрено 3-разовое горячее питание. 4 из поступивших – мужчины и 1 женщина. Занимают 4 палаты. Сейчас вот комната персонала, а там дальше у нас... Там дальше комната сесть и так далее. Также в Хандыге в здании Центра спорта и культуры «Алроса» открыта провизорная. Сейчас она пустует. Развернуто инфекционное отделение на 26 коек. Оперативным штабом совместно с Роспотребнадзором, Тампонской ЦРБ и МВД ведется мониторинг всех граждан, прибывающих в Тампонский район. Зарегистрировано свыше 50 человек, прибывших из разных регионов страны и из-за рубежа. Также в течение суток у нас работает эпид-бригада. У нас 4 эпид-бригады, которые ездят по адресам, которые приехали в поселок Хандыга, и берем анализы в вирусологическую лабораторию. На особом контроле у медиков люди в возрасте от 65 лет. Ежедневно они выезжают к пожилым на вызовы, патронаж, активы, передачу рецептов и лекарств. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.
Педагоги детских садов Алданского района вместе с детьми и их родителями запускают самые разные проекты. Экскурсы в историю, пропаганда здорового образа жизни, сочинение сказок. Работа идет дистанционно. В процессе творчества воспитатели находят время и на саморазвитие. Татьяна Вахнина с подробностями. Стоп, коронавирус, я хочу в детский сад. Изоляция сопряжена с минимизацией социальных контактов, однако она никоим образом не ограничивает фантазию и стремление к созиданию. Педагоги детских садов Алданского района реализуют массу творческих проектов. Собственное видение опасности коронавируса воспитанники детского сада «Василек» отразили в видеоролике. Мы все родом из детства, и воспитатели детского сада «Чебурашка» поселка Ленинский предложили бывшим выпускникам, которые сегодня водят в садик своих малышей, вспомнить детские годы. «Когда мы были молодыми» – так называется проект. Подборки фотографий, групповых и индивидуальных, с утренников и выпускных, словно приотворяют дверь в прошлое, наполненное безмятежной радостью. Соскучились по своим воспитанникам педагоги детского сада «Дельфин» микрорайона Солнечного. Их малыши очень любят сказки. Воспитатели передали ребятам видеопривет и рассказали добрую и поучительную историю. Вы немного порисуйте солнце в небе, облака, бабочек, парящих в небе. На карантине воспитатели «Дельфина» не теряют времени даром. Вынужденное домоседство дало педагогам возможность получить новые знания и повысить профессиональное мастерство, рассказала по телефону старший воспитатель Любовь Демурина. 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации в Академии ресурсов образования медиагруппы «Актион» ЦФР. 3 педагогов продолжают обучаться. Кроме того, 4 педагога стали слушателями вебинара. 3 педагога стали дипломатами 1 и 2 степени во Всероссийской педагогической олимпиаде инновационные технологии и методы в дошкольном учреждении. Для родителей были организованы онлайн-мастерские, рекомендации по организации игр дома. Не секрет, что в период изоляции живого общения как взрослым, так и детям недостает. Его нехватка дала импульс к активизации творчества и креатива. Сибирское отделение Российской академии наук начало работу по изучению популяции белых медведей в Якутии. В Нижнеколымский район направлена экспедиция Института биологических проблем криолитозоны. Какие исследования проводят ученые, расскажет Айсена Бурнашова. Истинная его цель заключается в том, чтобы посмотреть, как чувствуют себя медведи в своей среде. Насколько успешно у белых медведей прошла зимовка, сколько медвежат появилось в этом году, чем и как они питаются. Экспедиция должна ответить и на эти вопросы. Всего на территории Якутии, по данным ученых, насчитывается порядка 1000 белых медведей. Биологи относят их к лаптевской популяции. Пока их численность стабильно держится, но от изменений климата хозяева Арктики, к сожалению, не застрахованы. Сейчас уже сделано все, поэтому у нас популяция стабильно держится. Главное — запрет его добычи и так далее. Но сейчас уже действуют природные факторы. И мы здесь должны смотреть, как они будут на это реагировать и как вот разработать те пути, чтобы его сохранить дальше. Выживет ли он на материке и так далее, приспособится он к другому корму. Между тем, в Нижнеколымском Улусе мониторинг плодовитости провел и медвежий патруль. На побережье Восточно-Сибирского моря специалистам удалось обнаружить 8 берлог, 14 взрослых особей и 11 медвежат. Визуально они увидели, и по следам посчитали, значит, и есть у них 11 медвежат, где-то они встречали и так далее. Это тот знаменитый Руслан Слепцов, который вот Федором Яковлевым обнаружили вот сироту, это колымана, которая сейчас успешно у нас содержится в якутском зоопарке. Уже 8 лет, как колымана является питомицей зоопарка Ортодайду. За это время она стала мамой 2 белых медвежат. Харчана появилась на свет в 2016 году. Спустя год медведицу было решено отправить в Ленинградский зоопарк. Теперь она их любимица. А исследователи продолжают свою работу и надеются целиком оценить численность популяции белых медведей в Якутии и область распространения этих краснокнижных животных. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Якутск, Санкт-Петербург. На этом выпуск подошел к концу. До встречи в следующем часе.